Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Каба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Еврокомиссия может полностью прекратить безвизовый режим с Грузией, если Тбилиси будет игнорировать рекомендации Евросоюза, говорится в отчете ведомства. На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны, говорится в документе. Первым этапом станет приостановка безвиза для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, которые, по мнению Еврокомиссии, несут основную ответственность за невыполнение рекомендаций. По утверждению Еврокомиссии, эти меры связаны с принятием Грузии некоторых законодательных актов. Речь о законах о прозрачности иностранного влияния, о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также о регистрации иностранных агентов, которые якобы противоречат европейским обязательствам Тбилиси. Помимо этого, опасения в сфере безопасности в Грузии якобы сохраняются из-за, цитата, «российского влияния». В отчете также отмечена, цитата, «с начала российской агрессии против Украины примерно 160 тысяч граждан России эмигрировали в Грузию. Растет опасение, что присутствие россиян в Грузии может быть использовано для операций внешнего воздействия», сказано в отчете. Отношения между Тбилиси и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии в ноябре 2024 года приостановил до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе. С тех пор в республике постоянно проходят акции протеста. Европейские страны, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за, цитата, «откат демократии и антизападную риторику». В своем телеграм-канале ситуацию с возможным безвизом для грузин прокомментировал российский политолог Сергей Маркедонов. Декабрьский экспромт от Еврокомиссии выглядит хорошо подготовленным, считает он, цитата. «Путь к новому визопорядку стал прокладываться практически сразу же после завершения грузинской электорально-протестных баталий на рубеже 2024-2025 годов. В январе 2025 года Евросоюз уже приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Хотя некоторые европейские государства, например, Венгрия и Словакия, не солидаризировались с Брюсселем. Но жизнь не стоит на месте, и ряд новаций, утвержденных в ноябре, упрощают для Еврокомиссии возможности поставить визовый шлагбаум для строптивых грузин, а равно и других партнеров Евросоюза, если таковые появятся, отмечает политолог. А как прекрасно все начиналось. В 2008 году Грузия подписала план действия по визовой либерализации с Евросоюзом, который стал основой для дальнейших переговоров с единой Европой. В 2014 году Тбилиси и Брюссель подписали соглашение об ассоциации. В том же году Евросоюз приступил к процессу оценки выполнения Грузией критериев для безвизового въезда. И, наконец, в 2017 году чаемый безвиз был получен, пишет Маркедонов. Очередная история успеха восточного партнерства тиражировалась везде, где только можно. Но, похоже, в новом 2026 году начнется реализация другого принципа «осторожно, двери закрываются». Высокопоставленные представители Евросоюза недвусмысленно говорят о том, что закрытие дверей в Евросоюз может быть приостановлено, внимание, в случае смены власти в стране. По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марта Кос, Грузия не станет членом Евросоюза даже в 2030 году при политике грузинской мечты. На этом фоне что такое проблемы с безвизом? Сущая мелочь, уверен политолог. Однако эксперт выражает свои сомнения касательно того, согласится ли с таким представлением о прекрасном действующая грузинская власть. Цитата. «Она, похоже, не собирается никуда уходить и, выбирая между собственной политической смертью и углублением евроинтеграции, предпочитает жизнь». Другой вопрос, по каким принципам и планам эта жизнь будет строиться, заключает Маркедонов.
К другим темам. На переговорах во Флориде договариваются о завершении конфликта на Украине. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США, обсуждает в Майами условия мирного урегулирования на Украине. Его переговорам со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером предшествовали их встречи с украинской делегацией, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании. Под давлением США Киев допускает определенные территориальные уступки в обмен на устраивающие его гарантии безопасности. Однако вопрос о том, насколько выторгованные Украиной и ее европейскими союзниками условия приемлемы для Москвы, остается открытым. Местом проведения новых переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами стал элитный гольф-клуб Shell Bay Club в Халландейл-Бич, где в этом году проходили предыдущие раунды переговорного процесса по Украине. Начавшиеся в субботу, 20 декабря по восточному времени, переговоры Кирилла Дмитриева в Майами, как следует из его заявления российским журналистам, проходят конструктивно. Несмотря на отсутствие четкого понимания, в какой стадии находится переговорный процесс по Украине и значительный элемент неопределенности, сам Кирилл Дмитриев не упускает случая продемонстрировать оптимистический настрой и готовность искать развязки по Украине. Новое заявление сделал и госсекретарь США Марко Рубио. Конечно, это требует массы времени и значительных усилий, заявил Марко Рубио журналистам, говоря об урегулировании украинского конфликта. Мы вовлечены в эту войну, но, строго говоря, это не наша война. В мире есть только одна страна, только один субъект, который действительно способен вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этой войны, и это Соединенные Штаты, добавил госсекретарь США. После недавних переговоров в Берлине с участием Стива Уиткофа, Джареда Кушнера и группы европейских лидеров Центр переговорной активности вернулся в Майами. Подтверждением этого стали контакты американских переговорщиков, предшествовавшие миссии Кирилла Дмитриева. До встречи с ним Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Майами с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также советниками по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, главной европейской, так сказать, группой поддержки Киева. Главным камнем преткновения остаются вопросы Донбасса и гарантии безопасности. По итогам состоявшихся в конце прошлой недели переговоров с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро президент Владимир Зеленский констатировал, что соглашения сегодня нет и его может не быть. Допустив отвод ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР, украинский президент потребовал зеркального отвода российских сил. Возможный отвод войск должен быть зеркальным. Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона, там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск, заявил Владимир Зеленский. Ранее газета «Политика» сообщала, что Украина отказывалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. В свою очередь, 12 декабря Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет ни российских, ни украинских войск, но будет Росгвардия для поддержания порядка. По информации газеты The New York Times, представители Евросоюза и США якобы согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в которых говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Москва такой сценарий отвергает. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии при сохранении за ВСУ современного уровня военной подготовки и технической оснащенности. Предложения Украины и стран Евросоюза, представленные в рамках обсуждения американского плана по урегулированию конфликта, не отличаются конструктивным подходом. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину в воскресенье. Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев, и мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут, потому что мы будем
будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями. То, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно, сообщил Ушаков. Помощник президента отметил, что инициативы будут проанализированы, однако большинство из них вряд ли могут быть приняты российской стороной. Ушаков также подчеркнул, что в Кремле ожидают возвращения главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Москву для детального доклада о ходе переговоров с представителями США. Подробнее тему мы обсудили с политологом Бесланом Хакбом. Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы поговорить о наших соседях через реку Ингур, о том, что Еврокомиссия недвусмысленно им намекает, а можно даже сказать, что прямо говорит, что, возможно, безвизовому режиму с Грузией пришел конец, да, по крайней мере, уже делаются первые шаги, какие-то этапы, отменяют дипломатам, отменяют разные такие моменты. Как вам кажется, в целом, о чем это говорит, и это что-то одно или начало какой-то новой политики? Ну, может, не начало, а продолжение, допустим. Вы знаете, что произошло между Еврокомиссией и Грузией? После того, как вот прошли выборы, после того, как вот нынешняя власть якобы не решилась вот на открытие второго фронта, после начала специальной военной операции, Европейский Союз обиделся на Грузию. И после этого такое агрессивное, вот такое влияние на Грузию пошло, такая политика ведется. И начало грозить Грузии, что если она не изменит свою политику по отношению ко всем вопросам, которые предлагает требованиям Европейской комиссии, она пересмотрит даже безвизовый режим, который действует между Евросоюзом и Грузией. Вы знаете, вот много шума вообще-то между Грузией и западными странами в последние годы. Потому что в Европе считают, что Грузия якобы, может быть, изменила свой геополитический курс, имея в виду прежде всего на Россию, на Москву. Но этого не происходит, понимаете? Все эти шаги, которые были сделаны Грузией, они подчеркивают, что мы не будем вмешиваться в вооруженный конфликт, который имеет место между Россией и Украиной. Это первое. И второе, они подчеркивают, нынешние власти Грузии, что мы хотим стать суверенной страной. У нас своя политика, у нас свои национальные интересы. Они это подчеркивают. Они говорят, что мы хотим войти в европейские структуры, в Евросоюз, мы хотим стать членом НАТО, но мы суверенная страна. И на это вот такое давление оказывают европейские бюрократы, чиновники, политики, приезжают, начинают грозить Грузии. Во что это выльется, мы не знаем. Я не верю, что, понимаете, вот какие-то радикальные шаги будут сделаны политическим руководством Грузии по отношению, например, изменения своего внешнеполитического курса. Все руководители, почти все руководители Грузии, политические руководители Грузии говорят, что они заинтересованы вот в продолжении политики евроинтеграции, в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки. Но они в то же время говорят, что мы хотим строить и нормальные отношения, например, с Китаем, с Турцией. У нас своя суверенная политика. А это начинает не нравиться вот европейским политикам. Это первое. Второе, знаете, вот что происходит вообще в Европе, не только по отношению к Грузии. Имеет место большой кризис после начала специальной военной операции. Вот те задачи, которые были поставлены по отношению к России, что она должна понести стратегическое поражение после начала специальной войны. Этого не произошло. Все видят, что, понимаете, вот сокрушительно такое поражение произошло. Вот как выйти из этой ситуации? И такая обида, такой ярко выраженная обида по отношению к Грузии, иногда и другим странам некоторым. Они говорят, что вы должны придерживаться стандартами Европы. Прежде всего, если вы хотите войти вот в европейские структуры. Но в Грузии говорят, что нет, мы этого не будем делать. Это нынешняя власть говорит. И говорят, что вы должны, я имею в виду вот как раз эти чиновники, вы должны дать возможность свободно выражать, имея в виду оппозицию. Вы должны соблюдать права человека, свобода слова и так далее. Вот обычные вот такие, которые мы слышим за последние десятилетия. Понимаете, это такое ярко выраженное давление на Грузию. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что я не верю, что, вы знаете, это произойдет какой-то слом в внешнеполитическом курсе Грузии. Они всегда подчеркивали и будут говорить, что все-таки это суверенная страна, но мы ценностям европейским привержены, мы эту политику будем продолжать. Я думаю, это будет касаться и по отношению к Абхазии тоже, между прочим. Понимаете, вот политика, которую ведет политическое руководство Грузии по отношению, и последние заявления были сделаны, что вот они даже подчеркивают, что есть красная черта, линия, которую мы никогда не перейдем.
Понимаете, если они так спокойно себя ведут, мирно, это исключительно благодаря, мы должны это понимать в Абхазии, исключительно благодаря России. Вот после того, как она была признана, после того, как она взяла гарантии нашей безопасности, безопасности нашей страны, мир в Абхазии установлен, мир это должен ценить. Но если вдруг случится такая обстановка сложится в Абхазии, например, и вокруг, что какой-то соблазн может появиться в политическом руководстве Грузии, что, может быть, стоит решить вообще какие-то на силовые действия, решиться и решить вопрос Абхазии и Южной Осетии. Я вам напомню, что после Карабаха, после того, как Азербайджан вернул Карабах после войны, 44-дневной войны, некоторые политики в Грузии заговорили, что мы тоже можем взяться за это дело. То есть, имея в виду военную силу по отношению, применение военной силы по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Такой соблазн был. И вообще это имеет место, мы должны все это всегда в Абхазии помнить. И поэтому, понимаете, вот эта конфронтация, якобы которая имеет место по отношению к Грузии со стороны европейских структур, я не думаю, что каким-то радикальным изменением произойдет. Понимаете, конфликт имеет место, но вполне возможно, что пройдет время, смена власти может произойти в Грузии, и как будут относиться европейские бюрократы и чиновники по отношению к Грузии, мы не знаем. А все-таки, если, например, продолжить эту тему и, допустим, как вы относитесь к тому мнению, которое иногда озвучивается, я имею в виду, озвучивается и в самой Грузии, внутри Грузии оппозиция, оно озвучивается грузинскими оппозиционными лидерами, и в Европе, я думаю, тоже это поддерживают, что называют, например, нынешнее руководство Грузии, скажем так, лояльным к России называют, но при этом действительно ли оно так лояльно? Ведь, например, существует этот закон об оккупированных территориях. Вот насколько все-таки даже нынешнее грузинское руководство в лице грузинской мечты может быть пророссийским, как вам кажется? Об этом даже не может быть речи, если тем более, как вы подчеркнули, что если закон до сих пор действует, закон об оккупированных территориях, у них нет дипломатических отношений с Россией, это говорит о том, что, вы знаете, очень сложно отношения сохраняются. Когда говорят об изменении курса и о некотором потеплении отношений между Грузией и Россией, имеется в виду прежде всего связи экономические. Действительно, если мы посмотрим внешнеторговый оборот со странами других стран, по-моему, после Турции, США, Россия где-то на 3-м месте. Это в интересах национальных интересах Грузии, имеет хорошие экономические связи с Российской Федерацией. Все-таки великая страна, традиция и так далее, и так далее. Это вообще-то считают, что это вообще такая трезвая политика, которую проводит нынешнее руководство Грузии. Но в то же время они говорят, что, вы знаете, никаких на каком-то уровне, серьезном уровне, никаких политических связей нет. Мы не знаем, что произойдет в ближайшее время. Конечно, если вдруг случится так, в наступившем году, в 2026 году успешно завершится специальная военная операция, какие-то пересмотры могут иметь место во внешней политике Грузии по отношению к России. Но все-таки я не верю, что какие-то фундаментальные, радикальные изменения произойдут, потому что все-таки вот эта проблема, как они говорят, называют оккупированных территорий, это еще долго-долго будет иметь место. И это значит, что сложные отношения между Россией и Грузией будут сохраняться. Кстати говоря, о специальной военной операции и о мирном плане, уже пресловутом, уже некоторое время его и пытаются менять, и вносят коррективы. Понятно, что есть план изначальный Дональда Трампа, есть то, о чем договаривались в Анкоридже, есть то, что пытаются внести европейцы и Украина. Как вам кажется, вот сейчас на каком этапе все находится и что будет? Вот стоит ли ждать продвижения и осуществления вот этих действительно мирных инициатив, допустим, в будущем году? Вы знаете, вот все, что происходит вокруг Украины, вот все мирные инициативы Дональда Трампа, это очень серьезно, и говорят, что может иметь успех. Вот мы же не обладаем информацией. Вот то, что мы получаем, вот скудную информацию вокруг этих переговоров, говорит о том, что некоторые даже говорят, что наверняка в январе-феврале может произойти заморозка конфликта. То есть это не регулирование, не решение, мирный договор, ничего, но заморозка. Якобы на какие-то серьезные уступки идет Украина. Мы ничего не знаем. Говорили, что о каких-то уступках со стороны Российской Федерации, но, вы знаете, президент Владимир Путин недавно, когда он был в Туркменистане, а потом обращение на своей пресс-конференции, еще раз подчеркнул, как этот конфликт может быть разрешен, что
Это можно сделать даже завтра, говорит, прекратить войну. Если все наши территории, имею в виду новые территории, которые уже по Конституции включены в состав России, они должны вернуться в состав России. Это первое. Если это случится, мы завтра завершим. Если это не произойдет, мы с помощью военной силы эту проблему решим. То есть все вопросы сняты по отношению этих территорий, новых То территорий. есть все-таки территории главный, скажем, камень преткновения. А правильно потом я понимаю? идут следующие вопросы. Идет вопрос о вступлении, о возможном вступлении Украины в НАТО, о денацификации, вот эти вопросы, о сокращении вооруженных сил Украины. Это очень тоже серьезная такая проблема, которая... И, конечно, Украина ставит свои гарантии безопасности. Но вопрос территории – это самое главное. Потому что даже если допустить, что политическое руководство, даже сам президент Украины согласен, допустим, мы об этом ничего не знаем, но как примет украинское общество? Понимаете, это очень, очень важно. Вот такие вопросы очень сложные, это, потому и так сложно идут эти переговоры. Говорить, что до конца года какие-то переговоры, эти переговоры может вполне возможно каким-то серьезным результатом приведет, говорить даже к Рождеству. Но, понимаете, все идет к тому, что все-таки вряд ли это случится до Нового года. Но серьезные подвижки есть в плане мирного регулирования, это надо признать. Понимаете, вот эта неуступчивость президента США, я думаю, что он искренне настроен все-таки решить эту проблему мирным путем. И какие-то договоренности, наверное, серьезные есть между США и Россией. Вот в Анкоридже, например. Ну, об этом мы тоже ничего не знаем. Понимаете? И вот скудная информация. Какие-то позрыватели, какие-то информационные агентства что-то сообщают. Больше всего в плане, таких, знаете, заявлений, в плане сенсации вокруг. А вот каких-то серьезных, вот действительно, что мир может быть установлен в ближайший месяц, вряд ли это случится, мы об этом ничего не знаем. Я думаю, что какие-то новости будут даже до конца Нового года, потому что все-таки, знаете, одно вот заметно вот по отношению вот, к Украине вот, за последний месяц. Сильное давление со стороны США по отношению к Украине, и вполне возможно, что действительно Украина может пойти на какие-то серьезные территориальные уступки. Если это произойдет, вполне возможно, что как раз на какой-то финиш мирного регулирования вот как раз эти страны, и Россия, и США выйдут. А какова роль во всем этом европейцев? Почти никакой. В плане урегулирования, вообще допущения к каким-то мирным. Но знаете, вот, что значит почти никакой? Все-таки инициатива в этом отношении, если имеет западные страны, принадлежит США. Но европейцы говорят, что они будут поддерживать, вооружать Украину. Она должна быть неуступчивой в плане территориальном. И это, может быть, дает какие-то надежды политическому руководству Украины. Понимаете? Но говорят, что вообще это серьезный обозреватель, что между европейскими странами и США тоже есть серьезный конфликт по вопросу регулирования конфликта в Украине, потому что США оказывают давление, что европейские страны, прежде всего Великобритания, Франция, Германия, должны согласиться на предложение Дональда Трампа. И понимаете, вот между ними тоже идет серьезный переговорный процесс. И вот, знаете, вот такая путаница, никакой пока ясности нет. Мы сегодня вот с вами говорим, вот через час какие-то новости могут поступить, Да. Кардинальным образом может обстановка измениться в плане, вот как ведется вообще специальная военная операция. И я думаю, что потому вот весь мир следит буквально ежедневно, что какие новости поступают и что может произойти до Нового года. Но все отмечают, что серьезная подвижка все-таки в плане мирного урегулирования это есть, это имеет место. Я думаю, что в течение месяца мы получим, надеюсь, хорошие новости в плане мирного разрешения этого конфликта. Да. Благодарю вас, спасибо большое. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.